Второй ножик из этой же серии, но чуть с другой закалкой. Тот на 1000 резов не вышел, но этот точно выйдет. Ну ладно, еще скотч бронебойный, елки. Да, сейчас начнем на скотч грешить. А это ты мотал. А это ты мотал. Ой, слушай, как хорошо идет. Я все-таки поточил. Все, 1000. Может, не будем резать? Сразу целых. Да. Сколько? 0,3. Я тот сколько? А то Ой. Видел? 0,3, 0,6. То есть здесь он точил еще трезвый был, а там уже, наверное, после баночек, смотри, прям он идет, как укропчик у него. Как будто не канат, ни хрена. Мне не тот клинок дал. Я узнаю, что Я понимаю, да, с кем спишь. я с женой спал. это сколько резов, Женя? 50. 50. Это 50 резов. Блин, сколько? 35? 35 пускай. Это 140. Значит, этот 100. По-разному. По-разному. По-разному, это как все. Есть и с отжигом, есть и тигельные. Так, ставим 2 и 2. Там сопли опять. Ничего страшного, на том тоже были. Нет, на том мы резали на другом канате сначала. Ну тут нету ничего. Я думаю, 2 и 2, надо вот эту сначала соплю. 2 и 7. Давайте уберем соплю, потому что это интересно, сколько он даст. 3-2. Ой, ну тут... Не, ну сопля есть, конечно. Егор, ты мотал Что? канат. Чем вы дали, тем мы и мотаем. Нет, тебе дали сначала другой скотч. Ты сказал, о, это вот можно расценивать как вредитель. А он все время вредитель. Как только Он цену К-390 сбивает. Можно расценить как реальные условия эксплуатации. Да, как посмотреть, с какой стороны. Они тепличные, да, условия? Да, а то вы тут привыкли к лабораторных условиях. Тут сопли такие до колен, какие лабораторные условия. Такая лаборатория, что поделать. Государство не финансирует. Блин, если спирт его не берет, слушай, надо ацетоном запасаться. Может, есть? У кого есть ацетон? У кого-нибудь, кроме нас, здесь За ацетон сколько грамм борешься? А? За сколько грамм? за 200. Ну, надо 50. Нет, хотя бы начальный первый 50 резов, потом заверить, потом до 6 килограмм можно на это Тогда дело баночки забить. убирайте. Нет, до 6 килограмм можно забить, а потом, да, потом опять надо резать. Так, ставим 2 и 7 опять ставим. Не, мытье не помогло. 3-2. 3 и 2. Стабильность признак мастерства. Не, Женя, вот эти 50 лишних резов, они вот никому не нужны. Там не 50, не надо, он загоняет тебя. 3 и 2. Там 25. Он просто хочет видеть больше. А он-то написал 50, кто из вас врет? Там 7 и 2, видишь, написано. А, все, понял. Показывает этот самый покер на К-12 мы шатуна как-то он Ну, где-то резали, вот что-то он 8 раз показал. Это мы снимали в этом самом, на Чернакова. Там было на 3.10, там, 50 длина. Как самород. Это ты намекаешь? Я прямым текстом. Ну, здесь ножи из равных Пожилой человек. Так, пока Женя режет, пока Женя режет. Ай, Жень, не торопись пока. Это потому что
батарейки надо менять уже. Смотри, что творится. Игорь, давай быстрее, батарейки сейчас сядет. Менять будет. Так, ставим 3 и... Там уже что-то он начал резко прям сажаться. Херов там тачка. 3,8 вообще. А тот как был предыдущий? Ну, тот получше был. Конечно, и оператор есть, Игорь, и этот самый, как и врач, допинг, чтобы это самое. Это наша совесть. Нас допинг разрешил. Это наша совесть. Если бы я был царь, я бы разрешил в спорте допинг любой. Пусть жрут, что хотят. А что, это профессиональный спорт. Они сами отвечают за свое здоровье. Хотят дохнуть, пусть дохнут. Что их ограничивать? Пусть жрут, что хотят. Так, не мельчи. Не чисти. Батарейки поменял. Нет, ну что, надо. Так, ставим 3 и... Слушай, весы очень чувствительные, а ты стучишь по столу. Да, колышек же уже Волосы убрали там из-под них. убрали. Так, 4. Пока отстает. Так, а по линзу у вас какие рекомендации? То есть либо руками тащить, либо тащить с микроподводом. Значит, объясняю еще раз. Линзу можно точить двумя способами. Первый способ, как Бог на душу положит. И второй способ, контролируемая линза. Единственный способ точить контролируемую линзу, какой я знаю, это начать с микроподвода. А потом уходить. Да, я понял. Вот сюда. Понимаю, вот этот угол срезать, да? Да. То есть Верхний угол микроподвода. Раз, два, три. Ага, все, я понял, да. И сглаживать. То есть маленький не лезет. Маленький, как ранее. Нет, я сейчас делаю точилку, как у Ефима, качающуюся. Слушай, что только не делает. Все, что не надо, он все делает. Барон Мюнхгаузен знаменит не тем, что он летал или не летал, а тем, что никогда не врет. То есть ты уже переквалифицируешься в барона. У нас есть один барон. Нет, барон у нас один, да. Я уже как-нибудь оставлю ему эту нишу. Так, что мы ставим? Ставим 4 и 2. Так, давай тормознешь, я батарею поменяю. Подожди. А шея не дави. 4 и 2. Ну, ты знаешь, он отстал. Стали здесь 9 КФ. Это они на стали 9 ХФ умудрились такое получить. Ну да, Это они талантливые люди, тут не поспоришь. поэтому и взял. Цена, наверное, была 800 рублей. За 1000. Прогадал, лишнего передал. На чай дал. Лишнего передал. На чай дал. Ну как, чтобы это, Рыбачки сложили. чтобы побольше покуражиться. Нет, зато ручка вот идти, Ручка, просто да. выструганная. Ручку, да. Избитым. Вот тоже. Как Кузнецов говорил, длинный тонкий хвостовик, битый. А, кстати, да, я так в детстве делал. Ну да, и якуты так делают до сих пор.
Даже не якуты так делают. Вот, то есть просто подвод сделать, не выделываться, да? У меня что-то есть ощущение, что его не заточите. Вообще. Ну там просто... Если это на 9 ХФ они умудрились вот так его, это талантливые люди, я сразу говорю. Они, наверное, пытались его заточить. Если бы это была Х12МФ, тогда еще, как бы говорится, ладно. Но 9 ХФ... Нет. Это под влиянием Дага. Но я боюсь его показывать, потому что со свойственной прямотой скажет: Володь, нож говно. Где вы его купили? На выставке. На финале. Прошло несколько раз. Он еще закончился. А у кого? Я не знаю. Дай бог больше не увижу. Я первый раз. А справа, слева. Так, давай дорезай до конца-то. Хату свали? Что не понял? И говори на камеру. Да. Понял. Такой ветер, там все 37. Там было еще интересно, на обсуждали на этом был мужик из Армении, что ли, не знаю, из камней все у него ножи были, из камней. Приезжает время. Стало очень в этот раз, прям удивление. Что я за рулем? Пипец вообще, а? Кому? Я уже во всех глазах. Чего? Да ладно? Ну а что? Подготовочка пошла. Смотри, что это такое? Заусенец снял. Я же говорил, Журик, Мусатин. А все Егор виноват. Егор, ты сегодня край. Так, ставим 4,5. Ножи надо уметь делать. В конце концов. Не виноваты. 4,5. Он его алмазами подправляет по ходу реза. Они делают, как увидят, на следующей выставке уже у них есть. Уже обгоняет. Обгоняет? Да. У них ручки хорошие, очень удобные ручки. Ну, конечно, вот. Точно, над ранним весом. Вот она собака порылась. Я дарю тоже. Поговорили, не влияет. Вот как надо чистить. Смотри, может и кромку взять. Да не, я по плоскости чищу. Он мусатит, ел, чтобы подольше. Водить. Форма такая, лепесток. Так ты нравится. И этот, у меня его есть. Егор Самсон. Он первый, значит, как первый, да, на Кизляра. Живые палаты. Уехал. Ой,
7? Блок подачи. Или сколько? Это ты намусатил его. Сколько ты ставишь? Чего? Сколько ставлю? 5 надо ставить. Ставлю 5. Один лайн. Я же сейчас Вы еще не выходите? Да, я наоборот иду сейчас. Я сейчас забегу к своим. 5. А сколько отрезал-то, Юрий? 350. 5. А тот сколько раз? 6,7. Ты знаешь, они в принципе идут как Ну его надо, конечно, тоже еще спиртом все равно. один чутик. Потому что вон на ну, РК ты даже. давай режь, сейчас смотрю. И вот первый нож ничего не хотел спиртом протирать, а тут у него началось, манечка пошла. Да, да. Спирту ему давай там это. Интересно, совершился не было. Только он 2 клинка сделал, 3, которые У меня вообще. ну не сколько резко. То есть не сколько? 750. 750. Такой сегодня. Я вон откуда приехал. Какого безобразия. Причем все были в шоке. Они считали, что в этом пруду купаться нельзя. Что там русалки живут. Я поэтому и полез. Короче, теперь они там не живут. Теперь не живут, да. Отравил всех там. Спиртным духом, как дыхнул этот пруд. Сразу дезинфекция полная, да? Лягушки мигрировали. Эти сразу. Не то, что русалки. Давай, Блин, тут даже скотч прилипает. срезай. Сейчас спиртом. Она продавала 5. Да ладно, давайте не будем ничего протирать. До 7 дойдем. Я максимум сниму, да. Чтобы было как в прошлый раз. Нет, в прошлый раз мы на 6 килограммах начали мыть его активно. А зато до 6 вообще не трогали. А тут ты начал еще Там до 6 мы ставим канатом резали. Там другой канат был. Туда этот скотч надо отложить. канат. Все. Не, мы этот скотч уже сказали никому не покупать. Так, ставим 5 и 2. 5,9 ставь. 5 и 2. Нажал. 5 и 1. 5 и 1. 4. Ладно, я вас покину, приятно было познакомиться категорически. Всего хорошего, Игорь, спасибо большое. Евгений, не Сюда, отвлекайтесь. Макар. Как? Макар. Как всегда. Ну, вчера мне звонил, спрашивал, когда человек замерз. Да я сам уже еле здесь вообще вот это. Согреться. Ой, вчера с русалками в пруду-то, блин. Теплее было. Фу. Так, Женя, подожди. А, подожди. Видишь, надо бельтоник принять. Тебе нельзя, а нам можно. Валят как нормально. Да, он валит, кстати, в теплой тужурке с кипюшоном. А я в тоненькой летней курточке, на босу ногу в каких-то баретках непонятных. Остальную русалки отняли. Остальное русалки отняли, да. Оттеребили. Оттеребили. Но это не самый худший вариант тогда. О, Так,
450 резов. Ставим 5 и 5 и 3 получилось. Пусть будет 5 и 3. Пять с половинкой. Канат не хватит. 5 и 4. Так, 450 резов, 5 и 4. Что, по графику идет, нет? По графику. Он вот тут вот вырвался, тут опоздал, тут вырвался, а тут график вышел. Математическая погрешность. Стабильности в мире. Тот ножик не чистили вообще до 6 килограмм. А это ты чистишь, и спиртом протирает, и дышит на него спиртовыми парами. Неравные условия. Сало как. Что за процесс такой? Нож испытываем. Пам-пам-пам, дарам, дарарирайрам. Короче, день космонавтики вы справили нормально. Да. И про космос поговорили, и про то, как американцы на Луну не высаживались. Обсудили все вопросы. А рептилоидов вы к И какому про выводу? плоскую эту землю, все было, все К было. какому выводу пришли? Пришли к выводу, что вот то, что я тебе на фотке показал, это не пиво. Многозначительный процесс. Мудро. Как они туда шли. Зигзагообразно. Так, ставим Рано путь был нелегкий. 5 и 6. Давай уже 6 и 6 ставить. 5 и 6. Ну, 5 и 7, да. 5 и 7. Что, одинаково, что ли? Он практически ноздрю ведет, тут забегает, тут убегает, тут 5 пишем, 7 на ум пошло. Слушай, ну сегодня весна, конечно, распутится, блин. Смотрю, лейбл нормально переводит. Лейбл вообще классный. Да, или? Лейбл нормально заходит. Вообще шикарный, веселый такой, не агрессивный совсем. Никто не ругается, ни с кем не дерется. Все, я больше не могу. Перерыв. Перерыв. А сколько ты отрезал? 50 сколько? Зарезал? 50? Да. 550. Так, ставим 6 кг. Давай. А, сопли убрать. А подожди. А сопли, как выяснилось, не влияет на профсоюз. Надо попробовать и с соплями поверить. Без соплей. Так, вот с соплями 6 не срабатывает. Давай сопли срезать. Ну, хоть на что-то сгодился. Блин.
Очень ебучий. Давай, 6,2, ставь. Так, нет, для полноты эксперимента ставим обратно 6. Какая же это полнота? Я его Там, замусорил. это называется натягивание глобуса. На сову. Наоборот, Ну, мой нож так прилично порезал, 170 резов дал. Это который вот этот инвалидный, который у меня упал из печки в ведро, который потом То есть ты во втором разу его так. уже там экспериментальный. Ну, за 3000 его можно продавать. Почему нет? продавать-то можно, покупать нельзя. Не, почему? Он хороший, кстати. 170 разов, нормально. На уровне хороших адреналин. Нет, за 800 рублей можно. Это вот этот вот, Ага. Многострадальный. обломанным пальчиком. Дизайн. Это дизайнерский изыск. Это чтобы не подкопали, что органы. Нет, а этот, если А сегодня что, не действительно, купят, я больше- его больше заберу, 90 переколю. Больше 70, да. На 100 градусов больше. Где этот огрызок? Вот он, вот он, вот он. А, вот. Так что дело обрадовал меня. И сделал быстро, на клинке ему отдал, а в первое время Нет, ну что, очень хорошо. Что мне раньше не показали, я бы мозг сделал. А, в среднем 500 рублей. Блин, надо мыть, там уже на кромке. Бать, а если там несколько ножей, там 3 ножа? В среднем 500 рублей каждый нож. обломился прямо по этому полю. Не, какая скидка? Вы что? Не. Это ручная работа здесь. Каждый нож 500 рублей. Это ручная работа, Куда здесь этот облом скидок не одевать? бывает. Потом будем разговаривать. Скидки только на автоматах. Скидки только на автоматах бывают. Понятно, но вопрос Можно приварить. А какой вопрос? за каждый нож 500 рублей. За каждый нож Я 500 ему рублей. отдал, сделал так, что и прочно, и ручку сделал такую хорошую. И почти не видно, почти. Вот. Потому что он там в одном месте неаккуратно они, видимо. Мыть будем? Да. Или давайте сейчас новый канал. А, сейчас новый будет? На нем почувствуем. Канат старый, но скотч новый. Господи, ты как сейчас наговоришь, блин, новый канат, потом будешь расспрашивать. Да. Я теперь в августе в Тунис поеду, Заливой. привезут 3 доски. Нет, они, знаешь, как они взяли эти доски, которые разделочные, и из них, вот, у тебя, видишь, наборно получилось. Разделочный. А он-то отрезал кусок, который отпилили, да, санитарно резко. 6,1. Вот так. Четко Я по же графику привозил все идет. эти разделочные доски, в том числе и по толщине получалось, что вот, как из бруска сделали. Вот Игорь же делал. Да. И из вот этой разделочной доски получилась одна ручка. Но не так, а вот так. Да, ну она, да. Там трещина была вдоль, вот так вот, вот так. И еще вот так вот по диагонали. Игорь, ну 140 рублей доска. Ну просто Если бы перевоз был бы дешевый, можно было бы организовать канал, пересыл отсюда. не, ну сейчас я более внимательно смотрю. Да, но есть хорошие бубинка, чем надо еще досчитать. Просто ее надо еще вот так и 2 будет вверх. Не, она если не так, в принципе, ничего Нет, ее вот так вот, еще 2 ручки. Вот таких, такой этого. Да. Ай, У меня же блядь. бубинка классная делает. Все, не продашь теперь. Все, ножик укусил. Да, он, в принципе, что-то живучее оказалось. Сосна. Блин, Ну что ты? чего они у нас сегодня? Что, уже посыпался? Ну вон он весь в этом соплях. Ну, в соплях. Снимай сопли. Может, это просто кто-то ножи делает сопливые? Да, самовыделяющаяся смазка.
в принципе, и погода такая подсобная. Погода, ветер офигенный. Да. Скотч Че, простудился. взял кепочку здесь там Мы удержать. сами уже стоим. Почему мои курточки-то теплее? Вы вроде знали, что на целый день вообще надо было. Сегодня, я сегодня тоже с Подмосковья ехал сюда. Игорь тоже с этим, с Кузневым, уже он ночевал. Один Егор только, но он одел по погоде. Егор единственный молодец. Москвич, прям видно сразу. Я на градусник посмотрел, плюс, думаю, ну должно быть чуть больше. На деревья посмотрел. Слушайте, я сегодня чаю в горячего выпью или нет? Или опять буду ледышки глотать? А когда вы тут горячий чай пили, я стесняюсь спросить. А потом с виски-то он лучше лед идет, чем горячий шар. Виски со льдом лучше, чем чаем. С горячим. Че? Застрял? Пипец, блин. Зато я его в палец воткнул себе. Окропил его. Палец задубился. Он наоборот, он его заточил. Я аферист. А что, только 650? А ты сколько думал? 900 Я что думал, ли? уже 800. Да, сейчас, да, 900. Самозатачиваться надо. Иди режь давай. Не, он Нечего тут колдовать. перерыв, там чай попил, и этот, и все думал, что кто-то режет ножом за это время. Ты на канате жуль, на весах он тут сам пожуль. Да, на весах там есть кому жульничать, а ты на канате жульничай. Блин, впервые за последние несколько лет пью горячий чай. Нечего. Я вот никогда горячий чай не пью, у меня все зубы свои до сих пор. И в чем тут связь? Но у меня не совсем толстый. Горячая. Нет, есть еще два секрета. Надо раз в полгода ходить к зубному и не совать нос в чужие дела. Что из них актуальней? Актуальней горячий чай, да? И зубы до старых будут. Если не пить горячий чай. Не, а что, может, погода какая-то? Может, погода какая-то, потому что что-то, может, эти черную дыру-то открыли, вот она на нас и действует, сволочь. Не открыли, а сфотографировали. Открыли, сейчас наговорим. Ваня, вот ты как фотограф, объясни мне, как можно сфотографировать черную дыру, а? Откуда я Она же знаю? черная. Откуда я знаю? Это уже детали, что цепляет. Это детали, да? Людям праздник продали, а вы... Любой порно-оператор 10 лет тебе скажет, Как это делается? Да. Верите? Хороший, хороший. Весело заходит. Вообще никакой агрессивности вообще. Никто и не ждал от него такого. Да, не ожидали, честное слово. Обычно наоборот эти лезут. Обычно от него какой-то, да, какой-то дух такой. А в этот раз что-то попался хороший. видимо, звезды Видимо, сошлись. бракованы. Семь. Да не, ну тот тоже на 6 застрял. Так, 6 и 5. Что, по графику? По графику. Но тут после 6-5 сдулся. Да тут я уже сдулся, знаешь. Ты уже отдохнул 3 раза. А, там было 6, смотрите, сколько? 6,3 там было? Да. Здесь 6,5. Да это ошибка оператора. Блин, а? Все, на 2. Так, в следующий раз я тебя в туалет водить не буду. Под камеру. Отдай А, ноги. какой благородный этот самый. Шикарный нож, великолепный. Отдай его. Колбасу только не режут. Только ты не сказал, что это за колбаса. И вот так вот, Там срезал, да. вот таким вот, да, и он отрезал ее, кстати. Брать не буду, отрезал.
Там вот таким кусочком в висок засветить, труп 100%. А если из рогатки, то двоих. На вылет пройдет. Даже кабан сам помрет, зубы сломает. Он как узнает, что сделали из его родственника. Какой он бывает жесткий. Так, ставим 6. Ну, смотри, как махрит уже все вот. Это твой лучший. Махрит уже. Надо, кстати, на роге чуть-чуть попробовать. Это я сопли не снял. Прошел. Это с соплями. Снимаем сопли? Прошел. Снимаем сопли. Да, сейчас это важно. Сейчас уже сопли надо. Потому что сейчас... Да, нет, ну здесь 6,7, 6,8. Тут уже он как бы подходит, поэтому... Ну... Так, это уже 750. Это скотч такой. Так это уже другой скотч. Ну, тоже Не такой наговаривай. же липный. А он липный, знаешь, вот ты его трогаешь, он как будто шкуркой прошит. Такое, как будто, знаешь, Вообще надо ацетоном запастись, потому что спирт его не берет, эту заразу. Игорь, а что значит эта маркировка? У меня вот немецкий камень двухсторонний, 150 на 50. Что это за крепость такая странная? это размер. Размер там рядом стоит. Неплохой размер, кстати. Средненький. Средненький, но подходящий. Самый рабочий, да? Никто не жалуется. Так, Да вас никто не жаловался. ставим на 6,8. Да, говорит, все говорит, чувствуют, один он ничего не чувствует, да. Проскочили. Ну, 6,7. 6,8 уже проскочил. Ну, значит, 6,8, хорошо. Уже проскочил явно. Ну что, еще на 50 резов. И чем, каким нужно бруском пытаться наточить вот этот вот страшный якутский нож? Вот 150 на 50. Его чем хочешь, Володь, если он не раскрошится. Я вот думал, у меня алмазы есть, может, я попробую. И ими тоже можно. Вдруг он перестанет крошиться сам. Нет, ну бывает, знаешь, когда вот Денисовы ножи пролом, они после 4-й переточки начинают резать. А это что-то кажется, как будто он не калирует, что-то непонятно. А вот когда снимаешь вот этот там миллиметр Лишний. да, я его хоп и зарезал. То есть он таится внутри. Нет, ну там где-то что-то Режущий слой. какие-то там, да, или прижигают, или ни хрена такого. Серег, ножик покупай. Чего? Ножик покупай, 800 рублей продает. 40. Давай дорезай 40, если Я зарезал. 5 рублей зарез. Игорь на 2 реза перешел. 790. Что-то там так. Это он просто устал. Да, я уже больше не могу. Может быть и устал, но перешел. 800? Да. Давай, счищай всю эту фигню. Все, я согласен на 800. Наоборот. Она может еще и резать мешает, блин. Трындец какой-то. Да, кто-то закрутил, кто-то это самое Да дорожное. они что-то на липкое на руки намотали себе. Что там танцорам-то мешает? Каблуки высокие? Да, плохой танцор, хороший парень. Нас не надо, они виски пьют. Шоколад бабайский. Спасибо. У нас и всех Особый эксперимент. тоже по 25 рублей берет. Кто больше зарез. выпьет. Закончить. Четко вяжет. 6,8. Ну еще разочек давай. Больше не могу. Нет, подожди.
Набирайся сил. Пока. 7-1, блин. Надо брать. Уже взять. 800 реда, 800. И нам не надо. Некоторые мастера... А, Рок, куда ты убираешь? Куда ты прячешь? Видишь ты? Ну-ка, ну-ка. Да, сейчас посмотрим. Будет пиваться. О, это Рок получше. Этот получше. Неплохо, да. Прочни. Ух ты. Он получше. Рок получше, да. Да. Нифига себе. Получше. Да, могу. Вот что значит 2 месяца не делать. Покажи-ка. Маленькие, прям совсем маленькие загибочки такие. Загибы? Да, прям совсем маленькие. И не отломились они. Вот прям совсем махонькие. Ты давай свою доставай, немецкую. О, Немецкая фигня. На немецкой сейчас отловим. Хуже моего Китая. Да. Я ее хотел выжить. Выцегонить это одно. А не выцегонил, все, другое. вот если бы выцегонил. Тут вообще почти нет. Я же говорю, загиб, они не отломились. Это гораздо лучший мир.